Ну, есть глобальная причина, конечно, случайное возникновение ядерного конфликта, чего, очевидно, не хочет никто. И есть другая простая причина. Обе стороны имеют на боевом дежурстве по 1600 ядерных боеголовок. Плюс, я боюсь ошибиться в цифрах, гораздо больше еще не на боевом дежурстве. И содержать такой ядерный арсенал, постоянно его обновлять, это стоит очень дорого. Есть большое заблуждение, что гонка вооружений выгодна Западу и невыгодна России, потому что она Россию разоряет. Но дело в том, что в Америке это тоже не бесплатное удовольствие. Огромные ресурсы съедаются. Поэтому все американские администрации, начиная с администрации Никсона, вели с Советским Союзом, а потом с Россией переговоры о заключении новых и новых договоров об ограничении, сокращении стратегических вооружений. Вот это та область, которые они могли договориться. Больше они не могли договориться ни о чем. Но в Америке это всем комментаторам, которые говорили об этой встрече, было очевидно, потому что нет больше позиций, по которым есть общие взгляды. Таких, я имею в виду, глобальных позиций. Потому что есть очень глубокие противоречия между Соединенными Штатами и Россией в взглядах на мир, на то, как мир должен быть устроен, на то, как относиться к другим странам и так далее. Эти противоречия разрешить, с моей точки зрения, пока в России власти Путин и те, кто вместе с ним, это просто невозможно.